рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова в Уфу на уникальное предприятие оборонной промышленности ОДК «Уфимское моторостроительное производственное объединение», сокращенно ОДК УМПО. ОДК УМПО – крупнейшее в России предприятие, на котором строят моторы для боевой авиации. Основано оно в 1925 году. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростех». Вот, Ради Борисович, вся продукция, которая выпускается с завода, вся она выходит отсюда. Это сборочный цех, это участок агрегатной сборки. Вот. Ну и дальше у нас сейчас здесь две поточные линии, вот они так расположены. Проект уже утвержден, согласован, и уже финансирование выделено. Под то, чтобы полностью развернуть на 90 градусов, у нас будет 4 поточных линии по сборке всех двигателей. Проект мы в 2020 году должны завершить. Вот здесь сейчас идет сборка РД 33 МК. Это вот как раз на МиГе, самолеты вот семейства МиГ, да. У нас 3 двигателя сейчас находятся в разной стадии готовности. Вот. Наша задача в феврале начать квалификационные испытания по этой машине. Некое подобие конвейера. Здесь начало, и на той стороне уже завершенная сборка. Вы хотите сделать уже конвейер? Да, хотим сделать и расположить его на 90 градусов. Увеличить пропускную способность и, во-первых, и во-вторых, мы разделим номенклатуру двигателей. То есть семейство АЛ, семейство РД, части вертолетных узлов, которые здесь собираются. Но это и по технологии правильно. Это натуральные образцы, называется образец обвязки двигателя. Вот это изделие 117С, на Су-35 самолеты. Их таких двигателей 2 в самолете. Да. А вот которые вот меняют сопла? Он то же самое. Он с поворотным устройством, с управляемым вектором тяги. Самолеты Су-35С, также они классифицируются как предпятое поколение 4++. Вот, но это и выставочный образец, и он в том числе натуральный, то есть сборщик, собирая двигатель, если есть какие-то сомнения, может подойти и посмотреть, как образец, да? Как эталонный двигатель, куда что, как должно быть. А вот это при техосмотрах, наверное, меняется, да, вот получается? Ну, это вообще нумерация. Все агрегаты, они номерные на каждом двигателе. У каждого изделия есть свой паспорт изделия, где все это прописывается, что установлено, что в процессе ремонта, какие мероприятия проводились. Двигатель Л-31ФП на самолетах Су-30, СМ, МКИ, то есть это также с поворотным устройством, с управляемым вектором тяги. Вот. Но это предыдущее поколение, получается, двигателя 117 ЛС. Поэтому вот здесь представлены наши основные. Вот этот двигатель также 99-й, вот тот, наверное, или этот, вот этот. 99-й, ну, так сказать, оморяченный под самолеты Су-33, под морскую авиацию, с морским базированием на авианесущий крейсер. Вот. Модификация 99-го отличается там специальными покрытиями и материалами. Поэтому вот сегодня, можно сказать, для нас серийное производство это вот 4 вот эти двигателя вот в этом виде. Ну и вот как раз это поворотное устройство от АЛ-31ФП. То есть суть в чем заключается, что путем гидравлики, да, оно имеет отклонение по 15 градусов в каждую сторону. Но с учетом того, что двигатель расположен немножко под углом, поэтому вот эта возможность дает ему возможность сделать эти фигуры высшего пилотажа. То же самое, там просто раньше на то, чтобы сделать, например, вот эту модельную форму, тратили месяц, работали деревомодельщики и так далее. Вот, то есть раньше просто технологии были совершенно другие, то же самое. Это вот основные просто на самом деле, да, самолеты и изделия производства УМПО, которые в них эксплуатируются. Цех работает круглые сутки. Раз. Ну вот характеристики цеха. Цех самый молодой. Вообще у нас сейчас на заводе средний возраст 41 год. Вообще по заводу. А вот все говорят, нету станочников. Все-таки молодежь пошла, да? Ну, по крайней мере, у вас, наверное, за счет зарплаты или что? Молодежь идет, но молодежь идет не готовая. Здесь это сборщики. Они практически здесь большая часть людей с высшим образованием. Но в основном после авиационного университета. Конечно, да. Инженера и сборщики. Вот. А если говорить о рабочих специальностях, люди молодые идут, но они идут абсолютно не готовы.
нужно такое, да. Но сейчас есть машиностроительный колледж, в котором мы также работаем, и большая часть выпускников идут, конечно, к нам. То есть у нас с ними программа обучения, подготовки кадров совместно есть. Вот это вот 99-го изделия. Он прошел испытание, потому что 71 двигатель уже сдаточный. То есть часть, у нас 2 испытания сдаточные. После этого двигатель разбирается, рассылается в ЦК, дефектируется и опять собирается. Ну, то есть смотрим. Вот это готовое изделие, которое... Да, оно вот уже было на испытании. Вот, кстати, вот этот люфт, он должен быть. Да. А вот я... При нагревании, расширении. Да. Вообще эффективность любого двигателя, да, она оценивается по температуре газа после турбины. Чем выше температура, тем эффективнее КПД двигателя. Вот. И везде идет борьба как раз именно за повышение температур, потому что на пределе материала. Вот это, но подогнать материал можно, да? Потому что теоретически КПД двигателей 2500 Кельвин. А сегодня вот достигнуто нами максимально, вот на программе КД-14 где-то 1870. Временно исполняющая обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров и программа «Республика Лайф» по-прежнему в Уфе, на ОДК УМПО. Едем дальше, в один из цехов предприятия. Из интересного, на этом предприятии разрабатывают, производят, обслуживают и ремонтируют газотурбинные авиационные двигатели, газоперекачивающие установки и уникальные узлы вертолетной техники. В прошлом году мы его запустили, вот этот комплекс. Вообще таких комплексов планируется еще 3 здесь вот на территории, на этой территории. Вот. Рассчитан он до 300 моторокомплектов производства вертолетных двигателей КА-2500. Не только под вертолетную тематику, но и вообще под всю линейку двигателей до 5000 лошадиных сил. В полной мере уже произошло освоение этой номенклатуры, прописаны технологические процессы, поэтому работаем. А это станки российские, да? И российские тоже здесь есть. А вот это вот как раз продукты, которые выпускаются здесь непосредственно. Это часть свободной турбины, сама свободная турбина, жаровые трубы, тепловые аппараты. И это одна из самых крупных программ в области импортозамещения авиационных двигателей, когда мы стали осваивать у себя вот вертолетную компетенцию. Это эти гражданские вертолеты И военные. То есть там разницы нет. Двойное назначение. Да, 80% вертолетов закрывается вот этими вот двигателями. А вот станочники с высшим образованием или Разные есть. Есть после авиационного института, есть после машиностроительного колледжа. Мы сейчас подписали договор большой с немецкой фирмой, институтом ИЛИП. Вот, и здесь будем в учебном центре делать западное образование рабочее, мехатроники и так далее. Двухгодичное обучение. Условия труда, конечно, стремятся работать все, потому что у нас не везде так хорошо. Ради Фарич, уникальное предприятие. Абсолютно, да. Для Башкортостана очень значимое. Знаете, подбирая слова, конечно, беспрецедентно, я бы сказал, значимое. Почему? Потому что, во-первых, это крупное предприятие с историей, во-вторых, это машиностроение, я бы даже сказал, цвет машиностроения, двигателестроения. Поэтому, и когда появляются новые технологии, такие цеха появляются, и еще есть перспектива дальше развиваться, конечно, это радует. Рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова в ОДК «Уфимское моторостроительное производственное объединение» продолжается. Идем в цеха научно-производственной ассоциации «Технопарк авиационных технологий». Вот здесь можно увидеть так называемую нашу учебную линию. Она предназначена для того, чтобы отрабатывались навыки в первую очередь, конечно же, у ребят, которые здесь занимаются, но, тем не менее, она еще имеет такой практический смысл. Здесь мы проводим для занятий для работающих специалистов. Это операторы станков ЧПУ, это специалисты, которые занимаются написанием управляющих программ для роботов. Что он из себя представляет? Ну, вы, наверное, слышали, есть такое понятие индустрии 4.0, когда, может быть, там через 10, 20, 30 лет наши предприятия будут обходиться без людей. Вот в данном случае представлена мини-линия, где есть все технологические переделы, и можно, условно говоря, вот здесь они завязаны в цепочку, с одного рабочего места управлять каждым технологическим процессом.
будь то фрезерная обработка, будь то сборка. Вот там у нас сварочный аппарат, он тоже варит, токарная обработка, измерительная машина и даже отрабатывать навыки управления автоматизированным складом. Мы вам сегодня продемонстрируем 5-6 проектов и несколько наших резидентов, которые у нас работают. Начнем мы с достаточно такой интересной темы. Вот перейдем как раз с роботов уже к промышленному освоению роботизированных комплексов. У нас есть стоит роботизированный комплекс, на нем мы отрабатываем технологии и передаем уже в производство. А потребителем является УМПО или вся страна? В основном, В основном, конечно же, УМПО. Мы являемся заказчиком. Это наш первый такой проект международной уже кооперации. Прошу заметить. В прошлом году УМПО обратилась к нам, не хотели ли мы поучаствовать в международной кооперации и взять на себя часть ДСЕ, которая делается для компании Pratt & Canada вот для такого двигателя. Мы, разумеется, согласились. В рамках этого проекта провели подготовку производства, приобрели соответствующее оборудование, создали рабочие места. В сегодняшний день здесь работает 15 человек. Мы занимаемся сейчас освоением. Мы освоили 10 шифров. Мы считаем, что это очень сложные детали. Они очень габаритные, очень тонкостенные. И буквально вот с февраля мы переходим уже к серийной обработке. И серийно будем поставлять эти детали в Канаду. Вы какую деталь? Вот эту вот, да? Внешнюю оболочку делаете или что? Это составные части двигателя, да. Ну, то есть вот это некие элементы, которые нужны для того, чтобы соединять определенные модули двигателя. Это тоже или это другая? Нет, это вот той серии, которую я вам говорю. Ввиду того, что мы несколько на данном этапе ограничены в площадях, у нас здесь планировался, это вот мои коллеги, планировалось еще один станок поставить, но временно пока мы здесь разместили участок ЦТК. Задача какая? Вот представлен диск, это диск турбины. Вы почувствуете, что здесь заусенцы. На данном этапе эти заусенцы убираются руками. Да? То есть сидит человек и руками это все убирает. Но есть давно технологии, мы надеемся освоим, при помощи вот такого робота делать эти операции. Ну, наверное, даже вот на некоторых местах они это уже сделали. Вот, посмотрите, вот здесь они уже это сделали при помощи робота, и ситуация совершенно иная. Это прямой путь к автоматизации, к роботизации, повышению производительности. Заказчика выступает УМПО, да? Да, на данном этапе УМПО. Но мы думаем, что это будет востребовано в других предприятиях. Вот эта площадь. Да, здесь порядка 7 тысяч квадратных метров. Ну и, как я вам говорил, на сегодняшний день здесь свободных площадей нету. Все, мы дадим. Все заполнено. А как долго вот вы создавали технопарк? Ну, наверное, в такой активной фазе, чтобы заполнить все, у нас ушло примерно 4-5 лет. А за эти 4-5 лет сколько вы инвестировали сами? Центр оценки квалификации. Мы инвестировали в общем порядка, наверное, 400 миллионов рублей. Да. Ну, у нас компания не такая большая, совокупный доход там совсем по всем предприятиям примерно 500 миллиарда рублей, поэтому мы вот потихонечку так развиваемся. Не разом там и много. Вот это центр оценки квалификации, который мы создали на базе Союза машиностроителей Республики Башкортостан. Вот. То есть даже не только после обучения, но те рабочие, которые уже стоят у станков, мы имеем возможность здесь проводить их оценку их квалификации с выдачей соответствующего свидетельства. Ну, соответственно, здесь вот стоит набор оборудования, именно тот, который используется в нашем основном производстве. И разряд тоже по этим основаниям вы повышаете? И разряд в том числе, и подтверждение разряда, даже без повышения. Но могу сказать, что 60% это проходит тех, кто сюда приходит. Рафаэльевич, вот последний участочек посмотрим. Тоже достаточно интересная работа ведется. Прошу. Есть большая необходимость на предприятиях, в том числе ОТК, да и не только ОТК, мы работаем с предприятиями автомобилестроения. Это проектирование и изготовление оснастки. Оснастки для металлургических производств. Это литейная оснастка, это штамповая оснастка. Радий Фаридович, каков итог вашего посещения? Ну, знаете, это было ознакомление с деятельностью предприятия, еще раз говорю. Мы в том числе обсудили не просто ознакомление, обсудили меры поддержки стороны республики. Меня очень волнует, как себя чувствует предприятие. Вот сейчас вот мы с коллегами поговорили. Вполне ровно, хорошо и, я бы даже сказал, интенсивно развивается. Заказы есть, но все равно нужно в этом конкурентном мире быть ухо востро, как я сказал. Плюс замечательный коллектив работы, очень много молодежи. Вот это тот пример, когда среди станочек я довольно большое количество людей совсем молодого поколения видел. Поэтому вот такая ознакомительная встреча. Мы мало говорим о промышленности в Республике Башкортостан, о развитии промышленности. Мы мало говорим, но много делаем.
Спасибо. Спасибо. Рафаэль,